Этому оркестру мог бы позавидовать любой российский город. Каждый из артистов готовый солист, и собранные в один оркестр звездные музыканты достигли превосходного ансамблевого исполнения. В этом большая заслуга дирижера, ныне художественного руководителя Булата Гапоевича Газданова. Интересен тот факт, что уникальный коллектив с ярчайшей творческой историей был до 2005 года оркестром радио и телевидения Северной Осетии. О мастерстве и преданности своему делу пойдет речь с музыкантами оркестра имени Булата Газданова, который раскрывается во всем профессиональном блеске и приводит слушателей в состояние восторженного напряжения. Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня национальное телевидение нашей республики находится в гостях у коллектива Государственного оркестра национальных инструментов ныне имени Булата Газданова. Семье, которую знает любитель музыки нашей республики и не только. Коллектив, который дарит любителям музыки большую разнообразную программу со времен его возникновения. Этот коллектив в этом году отмечает свой юбилей. Ему исполняется 80 лет. Это было в 1943 году. Основателем этого коллектива были Андрей Тотиев и Ахпулат Аликов. Я права, Булат Гапоевич? Конечно. Значит, я всех помню. Они при радио республиканском решили создать небольшой оркестр. Еще на Ленина. Еще на улице Ленина. Студия была там. Комитет был на Горького, а вот студия была прямо на Ленина. А потом в этом помещении располагался шахматный клуб, как мне помнится, да, вот в этом помещении, где в начале, в самом начале родился этот замечательный коллектив. То есть Ахпулат Аликов и Андрей Тотиев ездили по селам, собирали талантливую молодежь, которая увлекалась музыкой, увлекалась игрой на гармошке, на далафандыре, на балалайках. Да? Да. И вот мы можем... балалайки были? Ну, 3 струны. Да. Мы можем вспомнить тех, которые были первыми музыкантами в этом оркестре. Конечно. Кто же это был? Лисицын, этот Андрушкевич, старики, я имею в виду. Это потом они стариками уже стали и преподавали в училище искусств, ныне колледж имени Гергиева. Да. А потом были приглашены Надежда Ходова, Замира Мамиева. Надежда Ходова, неграмотная, Венера то же самое, но... Ну, Венера Дзиранова вы имеете в виду? Дзиранова Она тоже. В оркестре не играла. Она в оркестре не играла. Но... Одним словом, оркестр разрастался. Любителей поиграть, поработать в этом оркестре увеличивалось все больше и больше. Да, ведь? Да. И уже стали вливаться в этот коллектив уже профессионалы, что называется, с музыкальным образованием. И это уже были 50-е годы. Да, я права? Музграмоту еще проходили в оркестре. Как? Вот в начале. Я могу вспомнить таких музыкантов, как уже известный Тутырбек Хосроев. Ага. В этом составе оркестра еще был знаменитый. Знают его любители музыки по его прекрасным сочинениям. Есть же у нас в кустах гармошка? Есть. Спасибо. Спасибо. Этого достаточно, чтобы вспомнили
Николая Николаевича Петрова. Он начинал свою творческую деятельность с оркестра народных инструментов. А играл он на первой домре, по-моему, да? Да. Да. В то же время в оркестре сидела знаменитая гармонистка Сима Ревазова, которой было посвящено очень много красивых тем Николаем Николаевичем Петровым. Дальше я могу еще называть очень много известных, вами любимых артистов этого оркестра. Тот же Майрам Бугоев. И вот так я могу продолжать называть выдающиеся имена в нашей музыкальной культуре. Оркестр очень большой вклад внес в развитие осетинской музыкальной культуры. Большой вклад внес каждый из композиторов на то время, пока оркестр разрастался, пока он обрастал музыкантами уже с высшим музыкальным образованием. И Булат Гапоевич, как вам кажется, вот до сегодняшнего дня сколько поколений сменилось в этом оркестре? 2, 3 или сколько? Ты понимаешь, в чем дело? Андрушкевича нет. О, я же с ними начал работать. Андрушкевич, Лисицын. За дирижерским пультом кто стоял тогда? Сначала стоял Давыдов Леонид Семенович, а потом менялись быстро. Ну, вот вы пришли, вот вы когда пришли в оркестр, за пультом кто стоял? Андрушкевич. А Овечкин уже потом пришел, когда Овечкин приехал к нам после Гнесинского института. В разные годы в оркестре играли талантливые музыканты. Тайра Бердиева, Роза Гуриева, Любовь Кадзасова, Юлия и Анатолий Варламовы, Анатолий Колованов, Чермен Сикоев, Георгий Могильченко, Роза Акацева, Эдуард Попов, Валентина Шавлохова, Валерий Цыбин, Светлана Хабаева, Сергей Ахполов, Кима Дзугаева, Екатерина Царионова, Шерифа Агаева, Мурат Тукаев, Алла Доева, Светлана Илканова и Александр Безруков. Я сижу между двумя маэстрами, один круче другого. Вот мы говорим о тех маэстро, которые стояли у истоков этого оркестра. Булат Гапоевич более 51 года стоял у пульта этого оркестра. Я же молодой еще. Молодой. Булат Гапоевич, мне очень интересно, и не только мне, вот когда вы встали за пульт этого оркестра, самое первое сочинение, которое вы продирижировали, какое оно было? И вообще чувства ваши вот у пульта? Ты думаешь, я помню? Встал и уже начал потихоньку туда-сюда. А притом, ты понимаешь, в чем дело? Те композиторы, которые писали, да, они плохо знали осетинский фольклор. Ну, кто? Полиниченко, Колесников, да? Да. А вот кто их причесывал? Вы сами, музыканты? Что? Аранжировал потом. Вот он темы приносил, скажем, Полиниченко. Делали оркестранты сами, а потом уже... А помните, вы удовольствие получали от работы с партитурой лирической? Конечно. И вот это сочинение, оно было одно из самых первых ваших, по-моему. Да. Да? Да. А кто там солировал? Сима Ревазова? Сима, да.
Сима и мой отец двоюродные. И у меня был доступ. Ага, к тому, чтобы поругать ее. Да, Ага. да. И притом она играла 3 пальцами, потому что я посадил на 5. Это я тоже помню. Да. Сегодня, когда в оркестре вы являетесь художественным руководителем, вы часто предлагаете новый репертуар, новые сочинения или переделываете их? Вот в чем И заключается... новые сочинения, и переделываем. Вот да, а как же? А как же? Ну, что чаще бывает? Репертуар у нас сейчас огромнейший. 70-е, 80-е годы с удовольствием писали композиторы. Тот же Христофор Плиев, Царионти писал, Хаханов, у него несколько пьес есть для вашего оркестра. У нас в основном в то время писал Коля Петров. А вот сегодня А вот сегодня, вот стараюсь я. оркестр завоевал симпатию у многих зрителей. Да. В каких селах мы только не работали. В каких, и при том прием бывал с банкетами со все время. Поскольку зритель вас знает со сцены, как вы завораживаете сидящих в зале. Им настолько же интересно. Что вы из себя представляете вне вашей работы? Перебью. У нас живые передачи были. Живые, да? Да, У помню. микрофона прямо. Цакул он ведет, идет передача. И в оркестре ошибка. Я говорю, Мария Дмитриевна, я говорю, я не виноват. Прямо в эфир. Сейчас Да. этих живых передач нет. Нету, сейчас нет того оркестра, который бы мог сидеть в студии и в прямом эфире работать. Да. Этой возможности нет, к сожалению. Мурат Царихов. Он же не пел, он оркестрант был. Но у него же лирический тенор. Да. И он как запел, да, мода. Мурат А мы не Царихов. можем вспомнить, как Мурат сам, вот самую первую песню он спел. Какую ты ему Он получил сам песню? должен помнить. Я всегда очень осторожно говорю, когда вот на таких, как я, говорят «певец». Булат написал «Да Саштата», и мы тогда молодые были. Он его написал со всей, как говорится... От души. От души. А может, он и влюблен в кого-то, в кого-нибудь Почему бы был. нет? Да. Слова хорошие, Гигот Сагараев. Первый исполнитель не был помню. Гогичев. Очень Ташултан Мамсуров. Султан потом. И во дворец металлургов, и кто-то из солистов, по-моему, не пришел, кто должен. И Булат говорит, ну спой сегодня вот эту песню, спой. Я, конечно, Булату очень много благодарен. Это Отправная точка Да, в твоем вокальном творчестве в моем была? вокальном, значит, вот я вышел во дворце металлургов и спел песню «Да Саштата». В то время таких голосов лирических не было. Да, Там, да. Балаев был, почему не было? Ну и одним словом, я вышел, я единственное думал, как бы текст не забыть. Это самое ужасное. Вот. Fasaytonuz Чижгаю да каштыта Нафем балтаж нарвышты Шаумая тадылған балтан Насыштытай мамытақтышты Чижгаринтын тауғамантты. Хочу сказать, во-первых, я не согласен с Муратом, когда он показывает, говорит, что вот я не певец. Это неправда, потому что я Фируза была молодым человеком помню, когда только первый раз услышал голос Мурата. И я хочу сказать, приблизительно в это время пел у нас Аскер Махмудов. При этом мы говорим, что Аскер Махмудов прекрасный певец лирического плана, но я говорю, что вот
тот, на мой взгляд, абсолютно уникальный голос, который был у Мурата. Если бы для него писали, многие песни, которые написаны, они абсолютно естественно звучат именно в голосе такого характера. Легкого, лирического, проникновенного. На мой взгляд, и сегодня они являются эталоном, и многие вещи, которые я слушал, Зираши, Кожагай. А вот я хочу сказать по этому поводу, и мне кажется, тут многие со мной согласятся. Мурат пел тот репертуар, который ему подходил. Он знал, что ему петь, а что не петь. Вот если бы наши композиторы, зная, видя, как поет Мурат и голос, этот голос надо было эксплуатировать. Засыпает усталый мой город, мамы спят и влюбленные спят, дети спят, а хрустальные горы в изголовье беззвучно стоят. Мне ночами нередко снится, каких бы ни было я краях, Владикавказ, мой синий город, любовь моя. Мне ночами нередко снится, каких бы ни был я краях, Владикавказ, мой синий город, любовь моя. Раньше у нас был худсовет, и вот приносили к нам свои произведения. И Мурик у меня мой солист. И, Да. и я там тоже был членом этого худсовета. Да. Вот это произведение знаменитое «Горянка» Петрова, ее сразу не приняли, потому что он нас уже приучил вот к этим сладким мелодиям, к этим чудеснейшим, да, Петров. И вот кто-то там поумничал, надо еще вот немножко там доработать. И вот это произведение, которое мы его с таким трепетом исполняем, вот, оно вот было, значит, ему так и не заплатили за эту вещь. Мы сейчас работаем на проспекте, и каждый день мы выходим на проспект наш красивый, сейчас он очень ухоженный, и там звучит радио «Город». Ежедневно и в день по нескольку раз звучит голос Мурата. Я считаю, это... Сопровождение оркестра народных инструментов. Это да. Звучит необыкновенно. Он и сейчас современный. Он, знаете как, что-то же устаревает, что-то становится архаичным. А Мурик современный исполнитель. Да. И его голос откликается где-то вот в душе. Лично у меня... сказать, может, высокопарно, какая-то гордость. Вот приятно его слушать. И то, что мы знаем Мурика, то, что Мурик ничего не обижается, Мурата Петровича видим каждый день, это для нас большая честь, я считаю. А песня «Мой синий город» Орджоникидзе, это же эталон исполнения. До сих пор перепевают, да, и даже слова чуть-чуть поменяли, уже и Владикавказ. Но все равно... Хотя Мурат Цирихов эту песню спел вторым. Первая исполнительница была Аза Галуева. Да, недавно по телевидению я тоже слушала, да. Потом исполнила... Ничего не хочу сказать про Азу Азой Галуеву. Галуевой Да? это не осталось, как бы, Да. Это был вот Булат Гапоевич. Иногда он вот у нас по Сиделовке где-то что-то, и он подпевал героически. Он, видимо, усек там какой-то голос и как-то говорит. Вот прямо вот у рояля мы сидим, они его позвали у рояля, говорит, попробуй вот эту песню. Это было достаточно так. А мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, как вам работалось в оркестре. Зоя, я пришла сюда в 60-м году. Сегодня сдала госэкзамен, через день меня приняли в оркестр. Это для меня было что-то. Я когда вошла, здесь были взрослые, которые мне казались стариками. Но я стеснительная девочка, мне было 18 лет. Я видела коллектив, я видела семью. Я влюбилась сразу в этот коллектив. Я застала Зепу Агаеву, Тайру Бердиеву, Любу Кадзасову, Юлия Варламова, ее муж Анатолий Варламов. Да, виолончелист Безродный, да. Великие были. Такой звук был, да. Приняли меня очень тепло.
также, между прочим, как мы, вот мое поколение принимали вот вас, дорогие мои друзья. Этот оркестр, Зоя, где только не выступал, ведь концерты наши были бесплатные. То есть оркестр никогда не был без работы. Да. Газданов, это... Я пришла к Овечкину. Не могу сказать, что он очень хороший был человек. Если он живой, дай Бог ему Но еще музыку жизни. не знал осетинскую. Но, однако, с тобой он играл на балалайке. Ну, потому что я с ним работал. Потому что ты работал, и был очень красивый квинтет, Да. которому я очень завидовала и хотела с вами посидеть. Да. Но вы А на даже то не время- знали, что я умею играть на балалайке. А на то время, Зем, вы играли на балалайке? Конечно, я Тогда 6 же? лет играю. И, времен а отца. почему вас не брали в квинтет? А я скромно молчала, и никто меня А не кто брал. тогда там играл? Кто играл? Да, я в скажу, квинтете. Зэп Агаева, Булат Газданов. Гуреева, Ахполов Сергей. Роза, да, Сергей, Ахполов, Гуреева. Гуреева Роза, Агаева, и все, и Булат Газданов. Да. И он сам, Кто он Овечкин. сам? Овечкин, да. Конечно, я им завидовала, я играла на балалайке всю жизнь. Мы были одной семьей. А вот сегодня мы можем сказать, Точно. что вы одна семья? А сегодня, которые пришли, Думаю, Зоя, что да. Ну, молодые. молодые. Сегодня оркестр молодой. Вот посмотрите, какие сидят. Я хочу, чтобы вы сказали об очень любопытном, очень интересном факте того, как вы ушли из этого оркестра. Вы на свое место продолжайте. Ага. Это в основном, конечно, и моя помощь была, но в основном вон Бела Боцева. И кто этот мальчик? Да, ну, пристань, пожалуйста. Внук Земы. Вон он. Вот это мой мальчик. Но Тенгиз пока этого не знал, да? И я уже сегодня-завтра в отпуск уходим. Я говорю, Тенгиз, мне с вами надо поговорить. А он говорит, поговорим. Я говорю, я ухожу. После отпуска я больше не приду. А кто вас просит, чтобы вы уходили, а кто вам разрешает? В общем, эти слова меня очень глубоко задели. Если бы есть какой-то фильм... Обрадовали или задели? Ну как, конечно, обрадовали. Оценили меня высоко в этом оркестре, очень. Сначала дали заслуженного артиста, потом дали народного артиста, потом дали медаль во славу. Уходя на заслуженный отдых, Булат Гапоевич передал свой пульт своему племяннику, как уже было выше сказано. И мне бы было очень интересно и очень бы хотелось предоставить ему слово. Ваше ощущение, когда вы встали у того пульта, за которым стоял ваш дядя. Я прекрасно помню, с чего я начал, какие произведения. Я как пришел в оркестр, наверное, не первую неделю даже вышел к пульту. Со страхом? Дело не в страхе, мы подготавливали специально программу. В тот период, как я уже вернулся с Москвы, Булат как раз делал оркестровки. Там были произведения какие-то. Это был экспромт, Хонгашимт и что-то еще там, одно какое-то произведение, которое он вот как писал, он сразу же вот. И над этими произведениями будешь работать ты. Да. Как только он их дописал, у меня уже выхода не было. А мне это где выйти было? к Вот пульту. в этом зале? Это было или... на Куйбышево. Это было на Куйбышево. Волнение, может быть, Было. небольшое было, конечно. И плюс, опять же, коллектив, который, многие из которых тебя знают с детства, многие тебя намного превосходят в плане там уже и опыта. Я бы хотел сказать спасибо в этом плане коллективу. Он очень поддержал, очень отзывчивый. Вот если даже обратиться к нашим, скажем, людям почтенным, тот же Мурат Цыхов, Зима. Вот Мурат мне до сих пор говорит постоянно, если что-то не так, ты делаешь замечание. Он, наверное, где-то думает, что я стесняюсь. С какой пьесой вам приятно работать? Ну, приятнее всего работать с наиболее сложными пьесами всегда. Чем интереснее оркестровка, сложнее, тем интереснее с ней работать всегда. Ну да. Это какая бы ни была оркестровка. Да. Если брать старых композиторов, так сказать, ну вот кое-кто там, тот же Николай Петров,
У Юрова Валентина отличные оркестровки. Да, вообще. да. Кстати, Тоже над он ними тоже работать. сидел в оркестре, он Да. оркестрант был. Много солистов, много певцов работали с вашим оркестром. Долорес Белоунова, Ким Суанов, Илкан Кулаев. И вот так я могу перечислять много-много имен. Анатолий Хугаев, Виктор Дзуцев, Айбаев Хаджумар. Это плеяда вокалистов, да, очень такая яркая. Потом пришли на смену ребята, с которыми вам пришлось работать. И очень интересный репертуар с вами был сделан. Это Чибиров, Шота, да? Продолжайте, пожалуйста. Ну, изначально, когда я пришел, Чибирова, Шота, ну, он как бы и не числится у нас в штате, он не наш солист, это просто приглашенный солист. Так те, которых я назвала, они тоже были приглашенные, да. Ну, изначально, когда я пришел в оркестр, и до сих пор как бы мы работаем с солистами, это вот Эдуард Дауров наш, Да, да. Станислав Собиев. Ну, на самом деле вокалистов не так уже мало, с которыми мы работали. Это и Жанна Габуева, и Да. Светлана Габуева, еще кто-то, ну, как бы Лана Нартикова, да. Помимо ребят, которые, вот, которых мы зовем выступать с Москвы, это вот Шота Чибиров, Замбула Дулаев, с Осланом Но они с Кусовым удовольствием недавно. же приезжают, я думаю. Они с огромным удовольствием приезжают, как только есть время, спеть с нашим оркестром на своей Это родине. приятно, это очень радует. Инде жена умевшан бахтулым манавахым эй. Маймам валар вая сашны кулы савалдар худай. Карман божетна мажарная фонтан, наная рашугд мажарагда кайдан. Kadman başta majarda fantan, nanay raşud majarda kayda. Valamay kuranay vay bahaş, çeşkay atmay. Fazurma başta maşağa şvalan, mışanay tardmay. Жалай вольгом мажардая фонтан, наная рашу мажарагды кайда. Я после того, как закончила училище искусств, сразу пришла сюда на работу, на место очень выдающейся гармонистки Симы Ревазовой. Она к этому моменту уже уходила на пенсию, и Булат Гапоевич меня посадил на ее место. Вот с тех пор я здесь работаю. Не буду говорить, сколько десятилетий, но уже много. Вот. Булат Гапоевич и преподавал мне специальность в училище искусств.
Хочу сказать, что я очень скучаю за Булатом Гапоевичем как за дирижером, несмотря на то, что у нас прекрасный молодой сейчас Тенгиз Владимирович, дирижер. Но я, видимо, привыкла много лет и как ученица, и как солистка оркестра с Булатом Гапоевичем. Я хочу, чтобы наш оркестр процветал во главе с нашим новым дирижером Тенгизом. И я думаю, что молодежь, которая на сегодняшний день здесь работает, она достойная и будет достойно продолжать то, что задумал когда-то Булат Гапоевич, процветание нам. Спасибо. За 80-летнюю историю оркестром было исполнено более 900 классических произведений, оригинальных обработок народных песен и танцевальных мелодий, музыкальных тем для киноклассики Северо-Осетинской студии телевизионных фильмов. Уже тот факт, что в оркестре продолжают работать те, кто начинал с Газдановым, говорит о великой преданности музыке и большой любви к искусству. Опыт и мастерство гармонично сочетаются с высоким вдохновением молодых. Для нас было приятной неожиданностью попасть вот в этот прекрасный зал. Я хочу сказать большое спасибо Вячеславу Зелимхановичу Битарову. Вот это для нас просто слов нету. Спасибо большое ему. Это очень приятно. Когда мы с радиокомитета ушли, ну, не по своему желанию, конечно, то мы долгие годы скитались. Когда я сюда пришла, честно говоря, я должна была поработать несколько месяцев и уйти на работу в оркестр. Меня там ждали, все. Ну, я думаю, да, симфонический. Здесь, думаю, поработаю, а пойду туда. Меня так тепло встретили. Вот Светлана Хабаева, Мурик Цирихов, Зема Агнаева. Ну, сейчас можем вспомнить Розу Гуриеву, Любу Кадзасову, Акацеву Розу. Необыкновенные были женщины. Они, правда, были как одна семья. И нас, молодых, они тут же принимали в свою семью. Они себя не вели, вот они давно работают, а это какая-то молодежь. Очень внимательно к нам отнеслись. И я почувствовала себя в своей тарелке. Вот как дома, правда. Дело в том, что многие знали еще моего папу, и, видимо, это не моя заслуга. Они сами очень замечательные люди, но еще они знали моего папу Кантемирова Марклена. И они сказали мне так: раз ты его дочь, значит, ты тоже хороший человек. Да, ну, короче говоря, очень меня тепло приняли. Но Булат Гапоевич однажды вызвал меня в кабинет и говорит: «Дадайрон, амаквама амкушай». Правильно я сказал? Вот так. Спасибо. Короче говоря, до сих пор долгие годы работаю здесь, о чем я совершенно не жалею. Над новым репертуаром с Эдуардом Дауровым, с Обиевым. Они поют уже перепетые. А вот новое для них кто-нибудь пишет? Для них никто не пишет нынче, но они же Можно учат. я извиняюсь, все-таки вступлю в ваш разговор, потому что полагаю, что все-таки это разговор как бы не просто. Дело в том, что сам по себе оркестр народных инструментов является хранителем и хранилищем. Он ведь долгие годы был фондовым оркестром, который в основном работал на телевидении, на радио. И да. еженедельные практически были показы этого оркестра. Я вырос на этих произведениях. Как-то Булат сказал, у каждого народа есть два языка. И есть музыкальный. Вот оркестр является главным хранителем, может быть, осетинского музыкального языка. В оркестре сидели музыканты, которые писали музыку. К ним относится Валерий Цыбин. Он писал очень много интересных песен. Кстати, вот Мурат Цирихов, исполнитель его песен был, ни одной песни даже. Вот. Могильченко, Жорик. Прекрасный музыкант, прекрасный человек, который тоже писал, он даже оркестровывал, даже бывало приносили ниточку, мелодию принесут, а Жорик Могильченко оркестровывал для всего оркестра. Вообще-то и тогда, прямо скажем, немногие композиторы с охотой брались за то, чтобы написать для этого оркестра пьесу какую-нибудь, песню какую-нибудь. Они как-то
все-таки давайте признаемся в этом, они с ленью к этому относились. Почему, не знаю. Но композиторы классики, я вот от себя добавлю, они не берутся за оркестр, потому что они не знают специфики народных инструментов, той же гармоники, там, тех же домар, диапазон и так далее. Потом... Им вникать в это на самом деле не так просто. Если ты привык, тебя учили писать для симфонического оркестра, ты будешь писать только для него. Совершенно верно. Вот что я хотела услышать от вас. А у нас смешанный состав. У нас есть и смычковые симфонические инструменты, есть и народные. Поэтому... Но вы застали такой оркестр. И Булат Гапоевич тоже такой оркестр застал. Потому что там и виолончель, в оркестре народных инструментов виолончели нет, как мы знаем, да? А он там был всегда. Я хочу вернуться в коллектив, который живет, не только работает, в котором есть какие-то проблемы. То ли с устройством ребенка в садик, то ли с устройством бытовых условий. Всегда на страже этого всего стоял профсоюз и местный комитет. Бывало так. В этом коллективе, я знаю, был такой человек, который не просто отвечал за это, а болел за каждого члена коллектива. Единственное, я скажу, что я проработала 47 лет, и все 47 лет я не хотела оставаться дома даже на выходные. Вот с этого сделайте вывод, какое отношение у меня к оркестру. Но я единственное хочу сказать про Тиму Цокову, которая по состоянию здоровья сегодня она не смогла присутствовать. Но ее заслуга в оркестре, вот девочки все скажут, она проработала председателем месткома столько лет, много лет, лет 20, наверное. И сколько она сделала для оркестра, это я даже не знаю, как это все рассказать. И хорошее, все, вот девочки пусть скажут, она и документально, и все бегала везде, чтобы и звание дали, и все, чтобы было вот такое. Так что вот вспомним Тиму с хорошей стороны. Дай Бог ей здоровья, она чуть-чуть приболела сейчас. И вот это я могу сказать. Больше я ничего не могу говорить. Спасибо. Сева, вы хотели сказать? Нет здесь ни одного человека, которому Тима не помогла бы. То есть вот настолько это теплый человек, настолько, не знаю, добрый, и слов нет, на самом деле. Света права. И нет здесь сейчас такого человека, который бы в адрес Тимы не отозвался очень тепло. Так что большое ей спасибо. Когда Бог создавал человека, Он ему, значит, дал доброту, всем распределил вот так вот, каждому поровну там. То, что должен был на 10 человек распределить, зло, одному человеку попало. А то, что вот должен был добро разделить, вот тоже на 10 человек, это все вот Тимуле нашей попало. Я что хочу сказать, это моя оркестровая мама. Как мы говорим, что это семья, на самом деле, когда я пришла, первое, что она сказала, это моя дочь. Просидели рядом. Вот. И мне всегда, видите, я опять села рядом с ней, хотя она уже здесь не работает. Вот. И на самом деле была особая атмосфера, особенно в Доме радио, когда с нами Зоечка работала. И я, если сейчас мы говорим, хотим вспомнить какие-то веселые истории, одну историю расскажу. С удовольствием послушаем. У нас как-то была запись, Зоечка у нас за стеклом в своей студии. Мы записываем. Так получилось, что в нашей группе аккомпанирующей я сидела одна. Я так переживала, у нас 5 человек вообще должно было быть. Я так переживала, что не будет слышно, и так старалась. И Зоя уже оттуда говорит: аккомпанирующая группа, пожалуйста, потише. Ну, это было на самом деле смешно. Это потому не что, смешно. ну, не видно, да, не видно было, что я там одна сижу, да, я перестаралась, скажем так. Вот. Потом были... Я играла, кстати, Валеры Цыбина произведения. Мне дали возможность импровизировать. Какие-то свои вещи, какие-то его. Вот. И Булат Гапоевич мне позволил импровизировать. То, что я обожаю. Но у Валеры музыка все-таки не совсем остинская, скажем так. Она очень красивая, замечательная. Он очень много сделал, на самом деле, для оркестра. И было все это приятно играть. И настолько я вошла в роль, думаю, да что-то еще там хочется мне. Было свое что-то еще сказать. Роза Кацева еще у нас работала. Мы же все-таки о ней тоже не сказали. Очень много лет проработала. Может быть, у нее не было каких-то там сольных партий, но все равно отслужили вот в этом оркестре и Роза Гуриева, и Акацева. Роза жива, здорова. Дай Бог ей здоровья, Розе. Дай Бог ей здоровья. Розочка, Акасян мы ее называем, любя.
Так что тоже большое спасибо ей. А Гуреевскую я все время помню, она очень часто опаздывала и всегда Булату говорила: Не часто, первый раз в жизни опоздала. Розочка Гуреева, моя Фатима. подружка была, несмотря на то, что у нас огромная разница в возрасте, и мы недалеко друг от друга жили, тоже замечательный человек, молод душой был всю жизнь. Мурат, у тебя очень близкие, дружеские отношения были с нашим Кимом Суановым. С Кимом, да. И я не думаю, чтобы ты не мог вспомнить Ой, с Кимом, один эпизод конечно. хотя бы из Ким этих был дней. очень юморной. Мы вместе вот в один год поступили в училище, потом он куда-то пропал. Кто-то там говорил... Служить уехал. Как профнепригодный вроде, он на первом курсе учился. Потом вдруг он появился здесь и к нам пришел на радио. И в то время каждый старался еще где-то подрабатывали. А Ким еще в это время работал вот в Диконе, как этот дворец называется? Электрон. Да. И я, значит, говорю: Ким, я говорю, возьми меня тоже в какой-нибудь кружок, и если я что-то буду зарабатывать, половину буду тебе давать туда-сюда. Такая, я говорю, знаешь, песня есть, такая коммунистическая: тебе половину и мне половину. А он так на меня посмотрел и говорит: Мурик, а ты знаешь еще какая песня есть? Напрасно старушка ждет сына домой. И я сразу понял, что это хитрец, это не просто. Было время, когда я работал инспектором оркестра по совместительству, и в мои обязанности входило, значит, отмечать, кто пришел, табель составлять. И там высокие потолки были, и высокая лестница у нас была, и когда уже лампочки да, кто-то залазил, кто-то ему подавал, и вот так вот. И вот нам принесли мне ящик, принесли как инспектору, я их на рояль положил, и кто-то из молодых залез, и, значит, свежую вкручит лампочку, а старую, значит, в чехол. Ну, от новой чехол остается, и бросает вниз. И вот мы их собираем вот так, вот опять подают. И вот так набралось. Теперь старые тащат, эти горят, и Света, мы ее Хабош называли из-за фамилии Хабаева. И говорим: Мурик, ой, а тут савар лампочка-то что? Я говорю, нам дали лампочки. А ты мне можешь тоже вот одну дать еще? Вот, пожалуйста, Света, бери. Сколько надо. Она, значит, берет лампочку, потом ей мало показалось, она меня еще попросила. Ну, я ей еще дал. А потом я говорю, я говорю, бери сколько хочешь. Я говорю, да, один раз. И Масахазар Махашта, короче говоря, домой отнесла. На второй день пришла и давай жаловаться. Я вот что хочу сказать. Когда-то в свое время нас, вот, предположим, с Мариной, да, встретили очень доброжелательно. Сейчас мы уже взрослые, зрелые музыканты, повзрослевшие, молодые, слегка повзрослевшие. Мы стараемся наших молодых, вновь прибывших музыкантов тоже встретить доброжелательно, с любовью, да, создать им такую тут обстановку, атмосферу, чтобы они тоже себя почувствовали. Они это чувствуют? А мы сейчас спросим у них. Пожалуйста. Я в оркестре относительно недавно. Хочу сказать огромное спасибо за теплый прием старшим. Вот, значит, мы тепло их своим приняли. Преподавателям. Это училище я закончила по классу астинской гармошки у Тенгиза Владимировича Кумаритова и по классу домры у Зиты Хетаговны Мамиевой. Благодаря ним я здесь и работаю. Спасибо за все. И я думаю, мы вас доброжелательно встретили? Очень. Здесь это тенденция, Зоя, ты понимаешь? Это всегда очень положительные эмоции от всех старших. Мурат Петрович — это всегда интересные истории, особенно после репетиций. И это всегда очень весело и интересно.
Особенно история про то, как Мурат Петрович один раз опоздал зимой. Если вы поделитесь. Булат терпеть не мог, когда кто-нибудь опаздывал на работу. Вот он где-то в разгаре, где-то там это. И вдруг, значит, и в этот день, это зимой было, я дома что-то задержался, и думаю, как же я буду сейчас оправдываться, что я скажу. Вот я представил, он там этот, и вдруг я дверь открываю, разрешите, туда-сюда, третье, четвертое. Думаю, что же мне выдумать, как я опоздал, чтобы, значит, себя оправдать, туда-сюда. Оказывается, в этот день уже двое опоздали, а я откуда знал? Хабош, вот труба на нее упала, начал. А правда же упала труба. Сочинила труба. Другой еще что-то там, что-то сочинил. И вдруг в это время вот я появляюсь, не знаю, что там. А он сама стоял, он начал. И вдруг и вот он... Я говорю, Булат, ты сначала выслушай, а потом вот будешь ты вот это, то-то. А я уже когда шел, там мальчишки накатали вот этот вот. Я сам чуть там не упал. Я думаю, ага, вот я шел, упал, вот, пока это, туда-сюда, накидал снег, так, сюда немножко, вот. И думаю, симпровизирую что-нибудь. И вот я, значит, и вот так вот смотрит на меня. Я говорю, Булат, вот я так шел, вот это упал, там эти студенты ко мне подбежали, подняли меня, и я облокотился вот на щит, там стоял, я говорю, вот это, и вот постоял, и когда уже мне немного легче стало, я потихоньку вот пришел вот на работу вот сюда, так печально все рассказал. И Булат так, не знаю, что сказать, да, вроде причина нормальная, он так... Мурат, ну ты выйди за час до работы, чтоб ты мог упасть, встать, почиститься и вовремя прийти на работу. Коллектив выезжал очень часто на гастроли, выезжал по республике, в соседнюю республику. Но вот такой дальний переезд и потом такой значительный, такой интересный, это была поездка в Москву и в Петербург. И с чем это связано было? Это не просто дается. Как бы всегда есть какие-то проблемы, учитывая, что коллектив не маленький, это не так просто сделать. Особенно в нынешних условиях. Да, вот. Что касается московской поездки, там сыграл фактор, приглашения на большой такой фестиваль народных оркестров. Был фестиваль, который проходил в Большом Кремлевском дворце. Туда нас пригласил руководитель ансамбля России имени Зыкиной, Дмитриенко Дмитрий Сергеевич. И не поехать на такой фестиваль уже нельзя было. А была отмечена работа оркестра там, на фестивале? Да, конечно, там фестиваль, в принципе, с 18 или 16 республик. В принципе, то, что нас пригласили, это уже само по себе, я считаю, как-то нас отметили, присылали видео, аудио, я думаю, многие. Вот. Помимо того, мы дали концерт там свой, сольный, в небольшом зале, который мы организовали в Санкт-Петербурге, тоже достаточно такие спонтанные, можно сказать, поездка была. Одна из даже оркестранток была, можно сказать, затейница этого всего. Ее сегодня это Маргарита Дзантьева. Поездка получилась по мне очень хороший, приятный. Это интересно. Это, конечно, интересно. Это стимул. Стимул к дальнейшей своей работе, конечно же. Вот есть еще задумка выехать? В рамках этого юбилейного года, по идее, я думаю, в течение этого месяца решается вопрос тоже с поездкой в Москву. Это очень радует. Надеюсь, получится обрадовать московских осетин, и не только осетин. И на этом я хочу поблагодарить вас за участие в этой программе, пожелать вам дальнейших творческих успехов. За 80 лет многое изменилось в нашем городе, но оркестр, несмотря на все трудности своего существования, стоит как островок стабильности и дарит надежду на завтрашний день. Не уставайте, маэстро, волнуйте наши души, музыканты.